как произвести нужное впечатление на людей. Возможно, вы даже не задумывались об этом, но на самом деле это очень важно, а самое главное, что этим можно управлять. Управлять, да, у нас огромное количество вопросов к спикеру, к гостю нашей студии. Он популярен в нашей стране и не только, хочется сказать. Но особенно важно здесь отметить, что он родом из Республики Башкортостан, из Уфы, поэтому мы им безумно гордимся. Российский эксперт по невербальным коммуникациям, основатель школы кинетического имиджа Валентин Шишкин. Валентин, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, Валентин. Да, для человека, Я начинаю контролировать свое тело. Человек, для которого словосочетание кинетический имидж уже в порядке вещей, даже много лет читает лекции, а вот для кого-то это, возможно, будет можно вот коротко буквально, что это такое? Кино, по-гречески движение, относящееся к движению. То, как мы двигаемся, так к нам и относится. По сути, это невербальная коммуникация. Слово пауза. Один говорит, другие слушают. Если говорят двое, коммуникация разрушается. Но невербалик — это же жесты, и они считываются практически всегда, равно как и транслируются. И вот об этом как раз и есть кинетика. Это то, что тело говорит о нас и за нас. А правда, что 90% информации мы считываем именно с тела человека, и слова не так важны, как то, как мы себя несем? Я бы сказал, вдох и выдох, они важны. Дело в том, что когда еще только человек появляется, на фоне нашем, мы еще не смотрим на него, да, но мы же считываем впечатление, оно мгновенно, оно подсознательно, опасен, не опасен, свой, чужой, какого статуса или какого пола. У Достоевского замечательная фраза: «Твари дрожащие или право имею, жестко, но по сути». Как мы определяем, что этот достоин, этот недостоин? И вот про это как раз невербальная коммуникация, кинетика. То есть диалог начинается гораздо ранее, до того момента, как первые слова. Я позволю себе маленькое четверостишье. Вот есть такой стих: «Поцелуй начинается с глаз, взгляд сильнее слов и объятий. Поцелуй — зачарованный вальс, череда сокровенных заклятий, а закончится он на губах подтверждением первых желаний. Поцелуй начинается с глаз, независимо от расстояний». Лиле нужно минут 30 прийти в себя. Это правда. Это так красиво. Я забыла все вопросы, которые я хотела вам задать. Собралась. Да. Вы говорите, что нам достаточно 3-5 секунд для того, чтобы считать образ человека, сделать о нем какой-то вывод. Соответственно, вы можете нам дать какие-то ценные советы. Что нам делать вот с этих первых секунд появления в обществе, чтобы понравиться людям? Но все мы хотим нравиться. Вообще есть две стратегии всего лишь: проявляться или избегать. Избегать можно в сторону, а избегать в себя. Вот любой зажим, любая поджатость, причем бывает такой пиковый, а бывает фоновый. Особенно фоновые зажимы страшны. Они же вытягивают у меня энергию. Например, я приведу 3 примера. Вот я немного вжался в себя. Да, это чуть гротескно, но тем не менее, я пытаюсь себя раскрыть, но мой-то потенциал недораскрывается. Это огромная проблема. Особенно это в России, когда глубина, умение решать задачи. У нас есть опыты, Калининградский университет проводил. Ребята талантливый, класс, губернатор их спонсирует. Они знают материал, но выходят на выступление, на ответ на вопросы, на экзамен. И они не могут ответить не потому, что не знают, а потому что в стрессе, потому что зажаты. И вот если мы введем как такой, знаете, маленький хотя бы факультатив на умение видеть себя со стороны, это же очень ценно, когда ты готовишься не только по сути, но и по форме. Есть даже латинское слово «трансформация». Транс — это переход формы, не содержания, а актив действия. Если человек зажат, он не реализуется. И вот убрать зажимы, сделать так, чтобы ему было комфортно. А если мне комфортно, рядом со мной тоже. Всем это же физика, комфортно. это очевидно. Я предлагаю перейти к такой более практическим аспектам. У вас на сайте написано, что можно повлиять на карьеру, на заработную плату, на положение в обществе. Это наша любимая тема про зарплату, кстати. Да, расскажите, как применять. Да, можно. Как зайти в кабинет к директору? Созрел вопрос в голове, хочется поднять зарплату. Директора напряглись. Руководители, да, руководитель тебя не ждет с этим вопросом, но ты такой заходишь, и вот как сделать так своим телом, чтобы руководитель тебе не отказал? Прозвучало двояко очень. Да, кстати. Давайте посмотрим. Есть максимальная зажатость, есть максимальная слишком открытость. Это и там, это экстремум, и это неприемлемо. И вот что лучше можно сделать с собой? Записать 3 варианта себя. Первый — максимально такой, которому точно не повысят зарплату. Проявить в себе максимальную дешевизну. Что такое дешевизна визуально? Это зажатость, когда руки немного поближе, немного повыше, голова в плечи вжата, она немного вот так скована. У меня вот здесь напряжено, здесь немного расслаблено. Вы знаете, я дело в том, что
но я уже невербально проиграл, потому что я нахожусь в дефиците. Мне не хватает времени, пространства, я трачу энергию свою и чужую, того, кто смотрит на меня, и через зеркальные нейроны это впитывает. Теперь я убираю дефицит и начинаю говорить это и это. Теперь я делаю вот это. И здесь я уже слишком пафосный, слишком наглый. И многих людей не воспринимают не потому, что они делают что-то не так или как-то по-другому, а потому что их форма не соответствует их содержанию. Это огромная проблема. Человек имеет возможность решать задачи, но он заходит и говорит, и все, и приплыли. И вот если научить, я учу себя, учу своих детей, я говорю, посмотри на себя на видео, ведь это самое большое, мы же транслируем это. Вот сейчас я работаю с очень большим количеством разных людей. Ученики, больше 300 учеников в 21 стране мира. Люди, когда я спрашиваю, что было самого ценного в том, что мы делали, они всегда говорят, увидеть себя со стороны. Мы не думали, что мы это транслируем. Вот это да. То есть просто берем телефон, Да. просто ставим его где-нибудь Да. подальше. Как минимум заходим в комнату и смотрим, как мы зашли в комнату. Как мы зашли, как мы накрыли на стол. Вообще, если вы занимаетесь этим профессионально, а вы же профессионалы в этом, да? Вот вы же знаете, что вне кадра мы одни, а в кадре мы немного другие, да? И вот если записать предпроцесс, потом постпроцесс, на постпроцессе валятся большинство профессионалов, то четко будет видно, где идет завал, где зажим. Только что мы выступали, и тут мы уходим, как побитый Собакевич. Но ведь это же нас опускает. Зачем мы это делаем? А мы же даже не думаем об этом. Я как объясняю вот ученикам, я говорю, смотри, первое, не надо рассказывать, надо показать. Сними предпроцесс, процесс, постпроцесс. Сделай так, чтобы было видно от макушки до кончиков ног. Иди за человеком, не должна быть дистанция разрываемая. То есть человек туда, ты за ним, человек возвращается, ты обратно. И тогда у тебя получится 30 секунд. За 30 секунд можно рассказать о человеке все. Вовнутрь, наружу. Он проявлен стабильно, или он вибрирует, или он гиперзажат, или он слишком вертляв. Но самое интересное, что когда человек говорит одно, тело может говорить другое. Например, я говорю, вы знаете, будет все больше, 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 а руки рассказывают, что меньше, меньше, меньше. Или, например, человек говорит, у меня вот дроны летают, они там делают, а рука рассказывает, что дроны падают. И в Уфе есть удивительно. Или, например, он говорит, вы знаете, очень много можно заработать. А я смотрю по жестам, он ручки потер и в карман себе положил. Кто ему даст денег на инвестиции на дроны? Понимаете? В Уфе есть возможность прийти и пройти вот эту технологию хотя бы в видеоанализ первый раз. Я не буду называть, чтобы не было рекламы, но в Уфе есть множество амбассадоров. Можно прийти, получить профессиональную помощь. А мы к вам пойдем, ваши онлайн-курсы есть? Мне не нужен никто другой тебе. Я заслушалась, правда, это очень интересно. Можно о наболевшем? Как женщине произвести впечатление на мужчину? Женщина всегда производит впечатление на мужчину, это неизбежно, мы так устроены, да, мужчины, равно как и женщины. Но дело в том, что когда женщина, особенно она чувствует какую-то ответственность, она пытается понравиться, это уже немного напрячься. И у женщины, которая нервничает, происходит очень много интересного по опыту. У нее идет вот это, то есть у нее возникает масса женских сигналов. Но зачастую это не совсем уместно. Если записать себя на видео, когда человек, вот она зашла, она вся вот такая, записать на видео и посмотреть, очень просто решается. Если вы видите эту даму, и с ней рядом вашего мужчину можно оставить, тогда все в порядке. А если бы вы своего мужчину никогда бы с ее поведением не оставили, значит, она переборщила. Потому что женственность, она как соль. Нет, невкусно, пресно. Чуть-чуть добавил, уже начинается интерес. Вовремя в нужное место оторваться же невозможно. Пересолил уже на любителя, а совсем пересолил. Это как соленая вобла. Под пиво пойдет, а в остальном нормальный человек есть не будет. И вот еще раз возвращаясь, особенно для женщин, которые выходят в свет, которые пытаются себя продемонстрировать миру. Первое. Запишите себя на видео. Второе. Перестаньте пытаться. Сделайте очень плохо. Это нормально принять себя несовершенную. Не говорите, у меня все плохо, я всегда такая. Нет, ты не такая. Прими эту часть в себе. Это же твоя часть. В этот момент ты становишься целостным. Второе. Сделай слишком, и ты получишь две крайние позиции. Но и там у тебя уже, значит, проявление было, ты успокаиваешься. А потом сделай как удобно. И посмотри, и проявляй себя, и позволяй миру получать от тебя пользу. И мир ответит тем же. Господи, бальзам на душу просто, понимаете, ваши слова,
песня. Все, тебе не нужно узнать, как мужчине понравится Да женщине? нет, мне уже не нужно, я кому нужно уже понравился. Я просто не могу не спросить. Вот слушайте, ну вот встречаются два человека, у каждого свой интерес, и каждый, допустим, кинетическим интеллектом обладает, владеет в совершенстве. И вот они стоят и друг на друга производят впечатление. Нет. И получается, что каждый друг друга пытается чуть-чуть ввести в заблуждение и показаться чуть лучше, чем он есть. Вот. Вопрос, соответственно, это не кажется, что какой-то такой мини-обман, что ли? Да. Может быть, какой-то спектакль? Я последнее четверостишье одного из стихотворений тоже приведу. Без ложной фальши и без позитуры крутые, как вершины на отрогах, они несут достоинство натуры на трудных человеческих дорогах. Вот когда ты начинаешь пытаться что-то манипулировать, это внутреннее состояние дефицита. Ты же пытаешься что-то получить, да, дай. Но ведь если ты говоришь «дай», значит, ты уже пытаешься. А не надо пытаться, будь. Встань достойно, прими как подобает. В жизни разное бывает, очень разное. Иногда... В общем, научиться, применить и стать таким Конечно, с достоинством, уверенным, большим профессионалом. Я позволю себе. Вот у меня загрузился в свое время вот этот ролик, когда я обливаюсь там чашкой. А ведь это на самом деле подготовка была политиков к тому, что на них могут повлиять некорректно. То есть обливают же политиков зеленкой, там, чем-то красным. И мы готовим людей к подготовке к нештатным ситуациям. Потому что независимо от того, чем его облили, это же не его вопрос. Он-то может достойно себя вести, а может суетиться. Но так как это было вырвано из контекста, то странный мужик что-то обливается, вообще бред какой-то. Но вообще умение быть вне штатной ситуации называется на флоте устойчивостью. Это способность не только противостоять, любого можно вывести из равновесия, вернуться быстро. Неважно, что с тобой происходит. Я уверен, что после сегодняшней нашей беседы многие захотят познакомиться поближе, посмотрят и онлайн-курсы. Я уже беру телефон в руки. Эксперт по невербальным коммуникациям, основатель школы кинетического имиджа Валентин Шишкин. Я захожу на ваш сайт, покупаю курсы. Мы благодарим вас. Начните с бесплатного, начните именно с освоения себя, запишите на видео. Покупать можно там. Начните с себя. Это самое лучшее, что может быть. Пусть это будет девизом нашего сегодняшнего эфира. Это программа «Салям».